Информационная программа «Вести Кудымкар» Велиштянгат, студия Анрина Батуева, Бур Рыд, Тал выпускан. Приемка чулалась, а ремонт из эшамуна на Кудымкарской районной школы защищен челядис панталым кежа. Как я муздас годча юбилей кежа Кудымкар благоустраивает она. Кудымкарской районной школы занчулалась приемка, но ремонтная уджиз ыныч эс помала. Белоевская шарет школа ан невежена джоджиз. Контрактлан сумма 1 100 000. Белоевская шарет общеобразовательная школа не така дамуна уджит ремонт. Подрядчик уджала гыкать неделя. Вежена кабинет зищ и классы зищ джодж. Планировали закончить 20 числа этого месяца. Просто объездили вчера все пилорамы, досок нигде нет 40-х. Я не знаю, ездили, спрашивали в Белоево, в Куве, спрашивали в Кузьве, в Кудымкаре. Нигде нет 40-й доски обрезной. Вот такая вот ситуация складывается. На данный момент материал нужен, чтобы что-то делать. Материалов нету? Материалов нет. К новому учебному году завершите работу? Да, к новому учебному году обязательно должны закончить. И что дети уже 1 сентября пришли на учебу и занимались в этих классах. Вильвелачан годач кольчис не начьеча, а учлан объем, когда колокерн татан эше уджит. Джордж вежисова личка нымка классен. Коридоры зансулала мебель и инвентарь. А кола эше белитны, кращитны, да мещетны школа велачищезлан вежалун вотач. Сия, что аджин ремонт вела материал сутас проблема, антатан неки не звичищ. Велатище столько пашкатын на кезан. Шуана, что это быца бардак, и ты дала мы челяден локтем вотач татан понасковны ойин. Медбываетны быдас порядока. Но щетны комментарии с камера вела некин педагог сколасыш эз лышт. Это коста районной администрации пасьяна. Мы вильвелачан годки же быдас школа эз лоаса готовыш. И Белоевской Николасен. Все школы района, соответственно, приняты к новому учебному году. Вот, большинство работ, соответственно, было проведено в преддверии приемки школ. В частности, вот по Белоевской средней школе, там контракт до 24 августа. Подрядчиком является общество с ограниченной ответственностью «Астрал». В рамках действия договора 24 августа эти работы будут выполнены. Невыполнение договорных обязательств срок, понятно, несет за собой штрафные санкции. Соответственно, все школы 1 сентября начнут работать. Ремонтный уджи занесит же помало на районе Верхинвенской школы и кекурич учительской керкун. Велочин того быда самунаса как 1000, как ям еще вид велочищ. Николасын куим еще как ям издас куим первоклассник. Белоевон сентябрь лишь 1 лун паретаса 300 унажик пи. И помавны пондатам ремонт кысья на срок кеза. Эдневежный умаль Джордж сидже эстуй. Сек бы джугиса мадик законнез. Вот этчом Джордж о соответствует некочем сан пиннезла. Колям года Белоевская школа ансия вежиса куемет этаж вылын. Одни ремонтные уджи на 1 и какет этаж звылын. Но помало сяне сентябрь 1 лунки же. Кычать виштавны остуй. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Локтан юбилейки же Кудымкар благоустраивает на гожум помощь каршарищ улица вылын луаслышетом тротуарная плитка. Кудымкарн 50 лет октября нема улица вылыч пешеходная туй ремонтирует на татан луас вовдом бетонищ тротуарная плитка. Площадь как 1000 квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по облагораживанию общегородской территории, а также дворовых территорий на территории города. Это по улице 50 лет октября. Укладывается плитка, бордюрный камень, производится устройство водоотвода. Работу ведет пермская организация, выигравшая тендер. Работы выполняются сейчас на участке, практически заканчиваются уже на участке от Лихачева до Калинина улицы. Продолжаются работы, значит, по улице 50 лет октября, это на участке от Герцена до улицы Лихачева. В свою очередь хотим предупредить всех граждан, чтобы на линию работ, на место проведения работ по возможности не заходили, не мешали рабочим работать. Также это касается их безопасности в первую очередь.
Пешеходный туйвлыш асфальт бытсан жемлялна, плитка уфтакиштана песек, уджалище шуанамый материалан качество бур, и керам стырмас уна год дезвыла. Работы планируется закончить в соответствии с договором. Это первая дата контрольная 1 сентября 2017 года. Производятся параллельно работы по дворовым территориям. Это асфальтирование, устройство подходных путей, подъездных путей к территориям. Также устанавливаются бортовые камни, то есть ограждения. Также работы запланированы в соответствии с контрактом до 1 сентября. Надеемся, что успеют. Улица 50 лет октября до дворовой территории з лишетем было планирует навічно до світ миллион руб. Арки же буде слоас готов. Гычторечен администрация специалистез. Это плана пыртом благоустройства черты уджезищ только не уджитор. Кудым карлан как ямыз дас годке же карын эше уна мы вешас. 249 муниципальное образование Колазочка на участвует в инициативном бюджетировании на краевой программы. Юсинский район пырис вермище зланлыда. Район зоретана как инициативный проект. Юсваеш культура районная Керку Гагрич площадка благоустроитаса. Проект «Сельский парк культуры и отдыха в селе Юсьва». Пырис проект победителя зланлыда. Аны культура Керкуш директор мечтала счетное село он бурша чищан места, когда бы пользуючи спросом, ило из территории Алангордостен, абуни еныш сайен. На территории, прилегающей к нашему районному дому культуры, хотелось бы, чтобы у нас асфальтированная площадка была. Ну, практически 1750 квадратных метров здесь будет. Для чего это надо? Во-первых, проводить крупномасштабные культурно-массовые мероприятия районного уровня, краевого там, и так далее. Значит, чтобы детки у нас тут могли и покататься на роликовых коньках, и на скейтборде. То есть у нас планируется здесь сделать и Wi-Fi точку, чтобы был бесплатный интернет. Люди как-то общались, это сейчас модно среди молодежи особенно. То есть также, в принципе, мало мобильной группы у нас. То есть это инвалиды и колясочники, и с ограниченной возможностью, чтобы могли здесь быть, играть. Руслан Меметов боштис инициатива Аскиеза и классе контролирует НБДС плана пыртам уджез. Пустая неман неточена площадка, кытанчулала НБДС районное мероприятие из селолун немлун и бытко движалуннез, нач вежас ащис чужем. Эмидея и эмощ финансез, каднашок мис эктыны отершань и соттис край. С западной и северной стороны у нас будут красивые скамейки в классическом стиле. Значит, соответственно, будут фонари, также классика. Интересные продумали мы урны, какие у нас будут. Будут высажены деревья. Я думаю, что это либо липы, либо сосны будут. Что еще хотелось? Да, два арт-объекта здесь мы хотим создать. Сначала будут проведены работы по укладке асфальта прямо от границ самого здания РДК, ну и, соответственно, практически до забора. Финансирование у нас 2 миллиона 700 тысяч рублей предусмотрено. Парковая зона висытасы, лышытасы, благоустроитасы и бычам счетасы. Уджес шуа клублан директор пондычасы луныш лунвыла. Ежели быдыс лышалас и шогмас, того не юсьва анлоас культурный шочищем понда сельский парк. И не только сия, инициативно юсинса вермиса краин эшетик проектен, кытан не агижиса каток елищ. Наш проект – это «Мой каток». Значит, хотелось построить новый каток, был старый, в деревянном исполнении. Значит, когда был построен наш спарт, значит, следующий год был построен каток. То есть с тех времен, с 93-го года, он уже не ремонтировался. То есть в этом году у нас будет новый каток, борта пластиковые будут, столбы новое освещение новое будет. Территорию спарта будем озеленять, поставим скамеечки. Ну и в будущем на плане, вот, может быть, следующий год все-таки у нас получится дальше развивать эту тему спортивную и здесь построить несколько спортивных площадок. Это универсальная баскетбольная, волейбольная площадка, беговая дорожка вокруг хоккейной коробки и площадка для вардкрафта. Это вот где рукоходы, уличные тренажеры, турники.
Катоклан обустройство было луасвиджа миллион да куим шо шижим да с куим 1000. 1 373. И уталашета на не место. Кычо проектлан автор это челядлан и уна мортезла мечта. Медникарынни, а село Шерын бур каток вылын. Да бесплатный, а ыслачный конек кез вылын. Размеры катка стандартные, 56 метров на 28. В Спарте нет хоккейной команды, но вот в этом году, если все хорошо, все получится, то хотелось бы, конечно, открыть группу хоккеистов. Начнем, конечно, с маленьких. Желание очень огромное. Хочется, чтобы все виды спорта развивались одинаково, чтобы были мы успешны во всех видах спорта, и хоккея в том числе. Инициативное бюджетирование программы «Ащерты» как проект было. Добровольное пожертвование зюсим сощетися нееча. Парк и каток была этласа сумма экшизбур. Только олищезлан желание шетис возможность керны район Буржикан, нежели сия М. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Пенсионный фонд сотрудники с керначалятлян уход черты пенсия излишь перерасчет тез. Пенсионеры скадна воспитывайтана и бытта на челяде свермаса гижны заявлению, когда черты кагалан уход была виджам кат пырас страховой стажа, и счетас пенсия дынесот тет. Пенсионер вправе обратиться с заявлением на включение в страховой стаж периода ухода за ребенком до 1,5 лет или заменить период занятости на период ухода. Каждый полный год ухода за одним ребенком оценится в 1,8 пенсионных балла, за вторым ребенком это 3,6 баллов, за третьим и четвертым 5,4. У каждого пенсионера расчет размера пенсии, соответственно, размер повышения будет индивидуальный. В основном это выгодно тем, у кого были низкие заработные платы. Следует иметь в виду, что перерасчет может дать прибавку к пенсии далеко не всем женщинам, имеющим детей. Например, вышедшие на льготную пенсию в результате замены стажа баллами могут потерять право на досрочную пенсию. Перерасчет будет выгоден женщине, у которой данный период совпал с обучением и не был ранее включен в стаж при расчете пенсии. Вполне вероятен вариант, когда перерасчет принесет уменьшение размера пенсии. Для осуществления перерасчета необходимо представить в управлении пенсионного фонда по месту жительства паспорт, свидетельство о рождении детей с отметкой о выдаче им паспорта. Если такой отметки нет, можно вместе со свидетельством о рождении представить любой другой документ, подтверждающий достижение ребенком 1,5 лет, например, аттестат об образовании ребенка или паспорт. Если указанные документы имеются в пенсионном деле, то повторное их представление не требуется. Заявление может быть направлено по почте. В этом случае к нему должны быть приложены нотариально заверенные копии свидетельства о рождении детей и других документов, которых не было в пенсионном деле. Перерасчет было заявление туягижне и истинне электронная. Судына пуктен нотариально заверенные документы злищ копиез. Локны этшем моган пенсионные фонда, пенсионеры зермаса качкачем удобные када. Ограничение заявления гижемен абу. Сичкач челядлан уход черты оформитам пенсионеры злан пенсия злан перерасчет. Лептис отирколасын уджит ажиотаж. Заявители за скоро на гишины прием была отжиг. Звонит на пенсионные фонды. Не то гишины личный кабинет пырят. Архангельское посаден порядиса обрядовой вежалун зажинки. Традиционные обрядовые танцы символизируют начало ежегодного праздника первого снопа зажинки, который проводится в селе Архангельское более 20 лет. В старину жатву начинали в начале августа на Ильин день. И, конечно, хозяин со своей семьей, семья была большая, ехали на поле с большой огромной семьей и начинали жатву. Как правило, особое внимание уделялось первому снопу, потому что это самый главный. Как зажнешь, так и пойдет дальше жатва. И вот жнецы собирают первый сноп. Для любого хозяйства это торжество особое. Он считается символом качественной уборки урожая. Как говорят селяне об уборочной кампании, один день год кормит. А после на поля выходят команды с разных районов Прикамья, чтобы показать свое мастерство в жатве. Условия нынче экстремальные, все происходит в поле. Из-за сильных дождей поля залиты, дороги размыты, добраться не так-то просто. Но это не помеха для опытных жнецов. Те, кто приехал соревноваться в мастерстве, убирать зерно своими руками, приучены к этому с самого детства. Каждый готов поделиться навыками в создании самого правильного снопа. В один суслон ставится 10 снопов. 9 ставим, а 1 закрываем сверху. Это для того, чтобы не намокало зерно и стекало вот так.
Праздник зажинки считается добрым знаком того, что урожай будет хорошим, а также напоминанием о тяжелом труде. Ведь еще в 60-х годах, чтобы собрать урожай, выходили всем селом и, не покладая рук, трудились в течение нескольких дней. Выходили-то не 5-10 человек, а не одна сотня народу-то. Рядом вот так вот шли и убирали. Тяжелый труд. Это идет, каждую-то надо убирать. Это не одно поле, а поля-то раньше были. Ого. Сейчас ручной труд в прошлом. Сельхозпроизводители презентовали новую современную технику, которая уже полностью готова к только еще грядущему сбору зерна. Благодаря этой современной технике нам удается в сжатые сроки собрать более качественные и корма, и зерно собрать. Соответственно, людей, конечно же, нужно меньше. И сегодня труд селянина, он на самом деле тяжелый труд. Но на такой технике должны работать высококвалифицированные механизаторы. Они тоже трактористы. Но мы их обучаем. Но я считаю, мне кажется, им еще и внутренняя гордость, когда работают на такой большой современной технике. 1 число августа – начало уборки. Обычно в это же время проводят и праздник. Но нынче погода внесла свои коррективы. Из-за дождей его перенесли на целую неделю, а уборку зерновых, видимо, начнут еще позже. Праздник зажинки традиционно символизирует начало сборки урожая. Однако, по словам аграриев, до этого момента еще очень далеко. Чтобы пшеница до конца созрела, еще нужно никак не меньше 10 дней теплой и сухой погоды. На данный момент до сих пор идет заготовка кормов. В это время мы уже начинаем уборку, даже числа 2-3 августа, уборку озимой ржи. В данный момент у пшеницы идет восковая спелость. При хорошей погоде, при 30, если была бы хорошая температура, градусов по 25, все зависит от погоды, конечно. Как я уже сказала, что не хватает температуры, высокая температура и, конечно, пониже влажности в почве и в воздухе. Почвенная влага очень переувлажнены, все поля, это тоже большое значение имеет. И осадки. Между тем, гости праздника приняли участие в мастер-классах, научились делать куклы из соломы, узоры с помощью коми-пермяцкой набойки, вязать веники, а также изготавливать изделия из джутового волокна. Это используется в интерьере для украшения интерьера дома. А между тем, первый сноп готов. Все прошло удачно, поэтому уверены, что, несмотря на все трудности этого года, урожай будет богат. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Это было мианталом БДС велич панташам ашин асов нас эк мысчаса БДС бурса аддишлтадж.